Kırım'da biz ne kadar azlık bulsak o kadar gücümüz bulmayacak. Toplaşmak gerekimiz, birleşmek gerekimiz ve birlikte bulmak gerekimiz. Мустафа Халилов – один из самых известных и уважаемых участников национального движения крымских татар. Его дом в районе Беш-Агач в Ташкенте в 1960-е годы стал центром народной борьбы. Родился Мустафа Халилов в селе Аджибулат в 1897 году в семье учителя. Получил образование сначала в сельской школе, а позже и в Занджирлы-медресе. Был свидетелем национального подъема после революции, когда был созван первый курултай крымских татар. Такой случай был даже, в общем, который сыграл в его жизни роль большую. Это им не выдали одежду зимнюю, и он пошел просить, требовать, не знаю, в общем, пошел добиваться, чтобы выдали одежду в ханский дворец к Челеби Джихану. К нему он сам не попал, но в приемной он познакомился с Али Баданинским. И вот этот Али Баданинский его, потом еще несколько ребят, таких более-менее продвинутых, после окончания медресе, отправил их учиться в Лазарский институт. В 22 году, когда начался голод, отец у него умер, пришлось ему вернуться, потому что у него осталась мама, он был старший в семье. Мустафа Ага работал в сельсовете родного села, женился, открыл в своем доме школу. Но в конце 1920-х годов, спасаясь от коллективизации, семья перебралась в село Саватка, где Мустафа Халилов преподавал. А там они выращивали табак, жители. И так получилось, что заставляли учителей, кто работает в совете, заставляли их ходить по домам, изымать, кто, может, кто-то табак там уносит. Так, люди же плохо жили, тяжело было. Дедушка не хотел такую работу, он как-то думал, что ему делать, и он решил, я поеду снова в Москву доучиваться. Из Москвы Мустафа Ага переехал в Ташкент, где окончил пединститут и преподавал в узбекской школе. В 1930-е годы, уже обустроившийся в Узбекистане, Халилов помогал соотечественникам, спасавшимся от репрессий в Крыму. В 1942 году все-таки его в армию призвали, и он воевал телефонистом, он воевал в тяжелой артиллерии. Там он подвиг совершил. За боевые заслуги Мустафу Халилова представили к награждению орденом славы 3-й степени, но получил Мустафа Ага медаль за отвагу. Возможно, сказывалась его национальность. Крымские татары к тому времени были высланы из Крыма. Отменили спецпоселение, и началось движение, возвращение крымских прав, возвращение на родину. И дедушка включился в это движение. У него был такой дом, он узкий, длинный, с правой стороны много комнат, с левой комнаты виноградник там у него все. И вот в этом доме постоянно у него люди жили, приходили, он там встречал людей. И так получилось, что там у них как центр стал, штаб их движения. В доме Мустафы Халилова проходили встречи активистов. Здесь принимались важные для народа решения, готовились обращения. К нему приходили за советом, и он помогал всем. К нему приезжали адвокаты, приезжали. У него своя машинка была, он печатал сам. И сам все время стремился, чтобы все люди, которые выселены, чтобы все вернулись на родину. Onu çok adam biliydi gelilerde. Son varsan kim geldi, kim gitti onu söyledi. Milli hareketçiler elbette de. Ocadı. O pek çok biliydi. Kırım'da олар көчірмез огнеште бүтін зиялылары білейді. Саатлернен эшрефшемизаде ве мен да ең чоқ хайрет еткен шиым Узбек шайырлерінің, ясақ шайырлері, бір чоқ узбеклер бекін білмеген шайырлерінің шиырлеріні, поэмаларын ezberden білейді. Мустафа Ағанен Ребиапте апсханеде отырған милли әрекет иштиракчилеріне мектуплер yazmak, посылкачылар yollamak, Ребиапте gecelerden çorap örüp ve anda soğuk yerlerde mesela oturgan milli hareket iştirakçilerini çoraplar yollagan. Bunu birçok insanlar маған bunu hikaye etken ediler. Деятельность Мустафы Халилова привлекала внимание спецслужб. За его домом велось наблюдение. Был даже такой случай, мы с другом приехали помогать. И сидим так на порожке, сидим, тут дом, а к нему люди приехали, собрание у них, там человек 20, наверное, было. И смотрим, сдувало, лезут в камуфляжах в черных, лезут КГБ,
залезли, открыли калитку, зашло человек, наверное, 15-20 зашло, всех из дома вытащили, в автобусы загрузили и увезли, и дедушку тоже увезли. Те, кто бывал в легендарном доме Мустафы Ага, с теплотой вспоминают его супругу Ребия Апте. А Ребия Апте әуле тақтадан құрылу язда евчікте азбарда отырды, ятыды. Сон мен бар едім, сынағандан кемерде күндіз мен бар едім, да татамларды алып кетедім, Алия татамы, Адиле татамы. Сон Мустафаға рахмет olsun жана не дейді? Сіз келсеңіз де, о хасталығını ұмытты дейді. О асы хаста дүгіл дейді. Başlaydı şiirler söylemeye. Bu Bektur'un şiirlerini, Şemizade'nin şiirlerini. Ve bakın ki Rebi Apte hastalanıp endi keçinecekte Mustafa Halilov o zaman aytты. Mustafa bak benim 40'ım duası olacak da sen tek dua etmedi. Bütün Soyuz yani bütün SSR'ın bütün köşelerinde yaşayan milli hareket iştirakçılarını toplap milli hareketimiz ve Kırım'a kaytu meselemizin müzakere etiniz dep vasiyet etken ve öyle de olgan. Rebi Apte'nin 40 günlük duası böyle milli hareket iştirakçılarının pek büyük bir toplaşığı oldu. Мудрого и рассудительного Мустафу Ага уважали все участники национального движения. К нему обращались за советом. Сидел всегда вот так спина, как струна, прямо вот так. 100 лет, а он вот так сидел. Он постоянно работал, он никогда не сидел. Не было, чтобы он сидел. Все время он что-то делал. Во дворе у него всегда порядок, чистота была. Мустафаға işini өзі yapaydı. Kimerde bir varsak, merdivene tırmaş çıkay. Yüzüm koparacak oluyor bizi. Mustafa'ga 90 yok, men özüm koparım. Birinci kere Kırım'a komandirovkaga ketkende Mustafa Halilovga bardım ve o dedi pek yaxşı geldin, sana bir vazifem var ve bana bir konvert zarf berdi. O bana aytты, anda para var, men pensiyamdan dedi biriktirip böyle bir para topladım. Anda Kırım'da Kırım Tatar Medeniyet Vakıfı açılgan. Şu vakıfның inkişafına menden de bir hisse olsun dep yolladı. Mustafa'ga her vakit barganımda bana milli hareket tarihine yani ketişatına dair materyallar bereydi ve onlardan en kıymetlisi büyük bir papka, kalın bir papka Cebar Akimov'ның mahkeme malzemeleriydi. Son men Cebar Akimov'ның 100 yıllığına kitap yazgan vaxtımda bu malzemelerden kullandım. Мустафа Халилов застал долгожданное возвращение своего народа в Крым. В 1991 году в городе Акмесджит он открывал второй Курултай, а в январе 1997 года в Крымско-татарском театре торжественно отметили его 100-летний юбилей. Окончательно вернуться на родину Мустафа Халилов не успел. Он скончался в апреле в 1997 году в городе Ташкент.